Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Мы приветствуем вас на канале Яна и Кристина. Мы из Эстонии. И сегодня мы приехали в очень интересное и красивое место, в поселок, в деревушку Лохусу. Привет нашим подписчикам, которые нас звали сюда, приглашали. Вам привет. В общем, смотрим мы ваш поселок и восхищаемся, как у вас красиво. Здесь был мост. Честно говоря, было так страшно ехать через него. Но, наверное, это их река. Вот здесь. Смотрите, какая красивая. И через вот эту узенькую дорогу надо было ехать на машине. Боже, это был кошмар. Это был трэш. Мне страшно. Но очень красиво. Какая здесь природа, как здесь зелено. О, местные жители катаются. Просторы, поля, луга. Тыва плакучая. Да, очень красивое дерево здесь мы. Вот я даже не знаю, что здесь такое за строение. Это магазин или что? Здесь ничего не написано. Может быть, управа местная, нет? Здесь доска объявлений, я вижу. Посмотрите на эту красоту. Но с каким вкусом сделано. Невероятно совершенно. Здесь инфо такая, как доска. Вокруг. Это что за дерево-то? Вокруг. Посмотрите, как камнями все сделано и цветами усажено. Невероятная красота. Просто. Пройти можно здесь по траве, наверное, не очень. Ой, красота какая. Вы видите, как здесь красиво? Какие огромные деревья такие у них здесь. Ой, невероятно. А здесь какая-то прилавок. Наверное, может быть, здесь что-то дают. Да, Кристина, обрати внимание вот на как сделано дерево. А здесь на фундаменте, видите, кто? Кошечка. Нарисовано, это все нарисовано. Ой, какая прелесть. Вот такая композиция. Еще корзинка стоит, оттуда как будто бы стекает растение. Ой, здорово. Кристина, посмотри, кто на фундаменте. Вот здесь еще один мемориальный камень. Лохусу валактив сейт. Посмотрите тоже, как все везде ухожено. Свечи вот эти, да, вспоминальные такие, букеты, корзины. Все отстерто все, я как-то не пойму. Ну, памятный камень 1941 года. А вот там, туда, наверное, нельзя идти. Я так думаю, здесь по траве так все подстрижено, идеально, красиво. Стоит такая скамейка белая перед цветочным оазисом. Как альпийские горки или что-то. Все, грех ходить по такому газону. Здесь прям... Вот, видите? Березки. Не знаю, может быть, это местное самоуправление, поскольку здесь ничего не написано. Но едемте дальше. Это фельдшерский пункт, может, перарст. Это врач. Да, это типа поликлиники или что. В общем, их местная, да, медицинский пункт. Врач здесь принимает. Здесь врач, Кристина. Местный врач. Так чисто, так ухоженно подстрижено, что просто слов нет. Это совершенная глубинка. Вот магазин вижу там уже вдалеке. А здесь еще вижу один монумент. Вот это про это место я вам говорила. Невероятная красота. Все подстрижено в ноль, как будто вот полчаса назад подстригли. Так, мы опять премся по траве, бескультурные.
Вот еще один камень здесь. Даже ничего не вижу, что тут выбито. Но очень красиво. Что ты нашла? Ой, какой огромный красивый гриб. А что за гриб, не знаю. Красивый. И там грибочков. Очень много грибов здесь. Не надо срывать. Зачем? Пусть растет. Это местная красота. Шишечками обложена, как венком, вокруг памятника в виде флага. Вы посмотрите. Синий-черно-белый у нас флаг. И прямо в эти цвета раскрашены шишки. Ой, прелесть какая. Боже, молодцы. Какие молодцы. Вот вам и провинция. Чистота, красота и порядок. Все в цветах. Ни бумажечки, ничего нигде. Не облупленное. Не все. Вы смотрите на эти крыши, на дома, на фасады, на эти дороги. Какие тут дороги? Первое упоминание об этом поселке в 1601 году было. Представляете, какое здесь все старинное. Исторически этот поселок разделен на две части. На русскую и на эстонскую деревню. И сейчас мы с вами находимся как раз на эстонской части. Здесь вот этот вот храм, это лютеранская церковь. В стиле неоготики построенная. И я так понимаю, что она, видимо, закрыта. Потому что здесь как-то так безлюдно. Ну, давайте подойдем, посмотрим, обойдем все здесь. Тем не менее, все подстрижено, но безлюдно. Вот здесь, видимо, вход. Какая старинная, какая красота. Нет, здесь, наверное, не действует это все. Где-то здесь недалеко должен быть памятник погибшим в сражении освободительной войны под Лохусу. Ну, вот его я не вижу. Сейчас мы можем с вами обойти здесь все. Эта церковь, кстати, внесена в эстонский государственный регистр памятников. Какой шпиль. О, красота. Да, здесь не заглянешь, да? Все закрыто. Ну, вот вам, наверное, там видно немножко. Мы не видим, а вы видите. Расскажете, что там. Вот здесь просвечивается, я вижу какое-то большое здание. Наверное, это здание школы. Ну, я так подозреваю, потому что здесь есть школа в этом поселке. Здесь есть детский сад. Есть дом культуры, библиотека, есть магазин. Вы видите, как здесь чисто? Как чисто, красиво. Все везде подстрижено, ухожено. Ой, здесь такое какое-то ощущение такой старины. Даже не знаю, как сказать. У каждой деревни есть свое кладбище. И на этом кладбище часовня. И на русской, и на эстонской стороне. Вот я хочу добавить. Ага, добавляй. Вот, я хочу добавить. Это собор не действующий. Я так понимаю, что нет. Хорошо, обрати внимание на крышу.
крыша обновлена. Да, с той стороны тоже было видно. Вот, так что ее поддерживают. Видишь, как крыша в порядке над Да. окнами этими. Да-да-да, козырьки. Нависают Мгм, козырьки. мгм. Потом вот эти вот над окнами Да, везде. мгм. Все скошено. То, Да, есть, я уж- то есть она, может быть, постепенно восстанавливается. Крыша, шпиль. И вот это красное тоже все обновлено. Она не развалена. А может быть, ее и открывают по каким-то праздникам, А как там в деревнях ничего не написано? русские церкви? Нет. Валайо, например, церковь же тоже не каждый Да, день закрыто, работает. но здесь бы тогда была бы какая-то дорожка проторенная. Здесь слишком больно все, зелено. да. Или, может быть, здесь мало населения. Ну, может быть. Но крыша сделана новая. Да-да-да, сзади особенно это Потом было смотри видно. еще, что мне здесь очень понравилось. Вот. Сними вот эту березу. Ты посмотри на нее. Ой, да. Ты посмотрите на эту березу. Вот эта береза, вот это ствол. Какая она роскошная. Вот это Да. береза. Ой, как ей здесь хорошо расти. Видишь, ей тут нравится. На этой, наверное. На Да. этой земле, вот на этой. Мгм. Какие аккуратные домики здесь. Вот впереди, видите, тоже участок, дом, как все подстрижено, детский какой-то замок, яблоньки. Чисто, красиво, невероятно просто. Вот, а это, наверное, да, школа. Это, наверное, здание школы. Это их спортивная как бы площадка, где они, наверное, занимаются, как все скошено. И вот это лютеранская церковь, где мы сейчас были. А это здание школы. Совершенно современное здание с пластиковыми окнами. Все ухожено, красиво, невероятно. Школа здесь основная. Здесь гимназии нет, основная школа. Наверное, я так думаю, что это школа. Здесь почитать что-нибудь можно где-нибудь? Что здесь написано? Это библиотека. Это библиотека поселка Лохусу. Видите, как все чистенько, красиво, ухожено. Без просто. Время работы. Это библиотека, Кристина. Ой, розарий, красота. Это, наверное, в школе, да. Да, вот и вам, пожалуйста, Лохусу Коуль. Коуль по-эстонски будет школа. Так мы с вами скоро язык выучим, будете знать эстонский тоже. Почтовый ящик школы. Как расписан, слов нет. Это эстонские цветы. А василек руккелиль, вообще национальный цветок Эстонии. Это школа. Перед школой кусты роз цветут. Детская площадка. Школа достаточно большая. А это, видимо, у них какой-то как коридор или переход в школе. Все в цветах утопает. С огромным вкусом все сделано. Вы видите, сколько здесь цветов? Ой, боже мой. Изобилие, просто розарии. Вот так вот она издалека. С рабочие. Наверное, что-то подправляют к школьному, к учебному году. Здесь площадка детская, песочница с чистым песком. Видно, обновленный. Где-то здесь на территории детский сад. Видите, какие газоны, все скошено, и там огромные цветы, кусты гортензии, наверное, или что это. А здесь ладошки.
ладошки и с именами детей. Может быть, выпускники, или видите, как здорово, да? Как будто бы в цементе. С именами. Ладошки. И здесь вот еще. София, Ричард. И здесь все в розах. Все в розах. Там в беседке, наверное, ну как в беседке, в живой можно посидеть. Вот здесь я имею в виду. Под яблоней, там уже яблочки. Ну, сказка. Просто сказка здесь. Даже неожиданно. Не ожидала я, что настолько красивый. Библиотека. Это, видимо, с той стороны вход был, и с этой стороны. Это библиотека. Да, мы сейчас уже посмотрели. Стоянка для велосипедов. Здесь велосипеды можно. Как все оформлено. Дороги опять. Посмотрите на дороги. Идеально совершенно. И опять кто-то что-то косит, украшает, делает. Перед школой тоже куст розы. С каким-то камнем просто. Нет, с памятным камнем. Не просто так. Лоху Сухари Туселу с 1697 года здесь идет как бы образовательная жизнь этого поселка. Хариту Селу. Жизнь в образовании, или как перевести. На столбе прямо перед нами. Вот наверху гнездо аистов. Пустое, правда, сейчас гнездо. И население здесь 322 человека в общей сложности. Основная деятельность населения здесь рыболовство и сельское хозяйство. Здесь, видимо, местный магазин. Вот очень приятный местный житель нас знакомит здесь, куда чего поехать, куда ехать, чего делать. Сейчас мы были на эстонской как бы части. Хотим теперь посмотреть русский храм, русскую часть. Так, здесь что? Здесь магазин. Ну, давай зайдем, Кристина. Сразу аппарат для сдачи бутылок. Сюда суете бутылки и получаете чек и обналичиваете его в кассе. Как-то так. Я, честно говоря, это не умею делать. Нельзя с этими, с животными. С животными, а не с собаками. Может, я хочу с поросеночком зайти. Местный магазин. Здесь очень холодно. Шикарно работают кондиционеры. Провинциальный, полный голубинки. До 9 вечера работает магазин. Вот работница сразу встречает и здоровается при входе. Овсяные хлопья, которых нет у нас там, но здесь есть. Кайра и Норд. Кайра. Все нордик. Яй. Цены здесь. Посмотрим сейчас, что тут есть. Картошка здесь есть. Да. Сухолодненькая. Цены не отличаются от городских совершенно. Здесь отлично, абсолютно. Вот такой ассортимент весьма не дурной. И шашлыки здесь, и сосиски, и консервы, что хотите. Мороженое, пиво, молочное отдел роскошно просто. Супер. Ой, и пироги, и чего здесь только нету. Все есть. Вот я всегда по молоку ориентируюсь. 65 центов, 55 центов. Ну, 49, может быть, в Таллине. В принципе, цена ничего не накручена. Нормально.
кофе разные все здесь. Мама уже виноград набирает. Вот и колбасы, и торты, и пироги здесь. И вот тоже наклеенные ленты были, когда особые вот эти 2+2 метра были при пандемии. Все соблюдено. Не будем брать. Носить Костай паньковки, помню. Здесь же дезинфектор для рук. Вот местные жители какие интересные. Вот это хорошее. Да, вот это хорошее, но она вроде бы не глубокая. Нет, это и одной мало. Ну смотри, вот это, наверное, тогда большая. Белая или вот это? Это глубокая. Эту возьми. Эту? Собачка ждет хозяина. Туда нельзя. С оператором. Коробки взяли, чтобы там некоторые вещи, что мы разбирали, коробки нужны. На Ой, даче. ой, на даче, да. Придет. И ты маленький зайчик так ждет хозяина. А вот здесь я смотрю, вот через дорогу, не детский ли это сад? Нет, это не детский сад, это пошивочное, или как сказать, ателье. Имплюс ателье. Ателье. Вам здесь сошьют, чего хотите, как хотите, наверное. Молодцы, какие ателье даже есть. Магазин достаточно большой, крупный такой. Все там есть. Мы вот винограду купили, там маме виноград понравился. Как все подстрижено. Дождалась собачка своего хозяина. Хозяин в каком, боже, в мехах. Из леопарда натурального. Местного леопарда. Покажи, какой узкий мост. Это страшно, ребята, это просто. Это у вас здесь... Ой, боже. Ой, какой ужас. Ой, какой он узенький. Он ровно в ширину машины. Но красота. Вон какая-то трещина посреди моста. Боже, боже. Господи. И вот здесь. Фу. Боже мой, живо. Это у вас аттракцион местный, мы поняли. Здесь вот эта красота река. И теперь нам сказали, значит, так. От моста 100 метров. И направо, вот эту дорогу я уже вижу, это мы будем с вами сейчас заезжать в русскую деревню, там русский храм. Кстати, эстонская лютеранская церковь вовсе не действующая. Она открыта, но только по субботам, по выходным, По праздникам. по праздникам. Так что здесь все действует. Еулот, Нелли, Пюха. Ничего там не заброшено и не закрыто. Поэтому Вот там и здесь, крыша наверное, сделана, и все. где-то должна быть русский шпиль, он должен быть виден. Ну вот мы пока не видим его. Но русская часть, она находится, по-моему, поближе к озеру, к Чудскому, она на той стороне, поэтому... Вот здесь еще что-то, солнышки, луна. Может, это детский сад или это просто дом? Какой кот идет. Красавчик. Нет, это просто дом. Ой, как красиво. Через 100 метров куда-то. А куда нам? Не знаю я где. Вглубь, я думаю, вглубь. Вглубь, в деревню, вглубь. Вот пересечение. Здесь закончился. Здесь закончился. Он типа через трассу, да, переехать? Да. Это что, уже трасса Это трасса вот эта, наша, которая да? наша, это? да. Тартусская. Значит, там вот туда, вот русская деревня, она ровно ограждена. Она ограждена. И вот сейчас мы проедем прямо, и там будет уже, вот мы, значит, Мы получается... пересекли Вот, трассу. сразу вот здесь кладбище. Мгм. У каждой деревни есть свое кладбище. На кладбище у каждой деревни стоит часовня.
вот здесь русская часть, как бы. Ну, исторически так сложилось, и вот шпиль русской церкви. Вот она, русская да. церковь. Здесь надо бы где-то встать. Она тоже открыта по выходным дням, а не всегда, когда нам хочется тут. Сюда, наверное, нет. Вот здесь какая-то, вот здесь как будто Да. карман. А, вот тут. карман, да. Вот здесь стоят, здесь есть. Сюда можно заехать. Это вот русская часть получается. У тебя ключи есть? Вот и русский храм. Сейчас он тоже закрыт. Вот в этом доме рядом мама предполагает, что живет священник, наверное. Тоже какие-то ремонтные работы в храме. В общем, как интересно, разделен поселок, вы видите, на две части. А похоже на Липецкую церковь. Но здесь побогаче. Очень красиво. Похоже. Ну, калитка, конечно, открыта, но туда мы не полезем сейчас. Потому что здесь такая, она небольшая, эта деревенька. Ну вот я не знаю, есть ли на этой стороне магазины, школа и сад. Наверное, нет. Наверное, все там. А вот там впереди озеро. Ой. Очень красиво. Богоявление Господне, это церковь. Богоявление Господне, да. Очень красивая, милая, такая душевная какая-то она. Здесь какие-то, видимо, строительные работы идут. Здесь краешком глаза заглянем. Угу. Кристина сказала, что видела где-то здесь козу недалеко. Вот здесь буквально проехали несколько метров. Едем по дороге, и вот такая гладь озера уже впереди. Здесь, по сути, можно на машине до самого озера. Приехать, здесь пляж. Здесь наше любимое Чудское озеро. Люди купаются, загорают. Но песочка как-то здесь не очень много. Хотя нет, есть. Ой, красиво. Просторы, глади, посмотрите, опять все скошено. Около озера, и то все скошено. Местные дома здесь, в этой части деревни, в русской части. Просторы невероятные, конечно. Вот прямо на побережье. Ой, пахнет хорошо. И детки вон здесь есть. Ну, конечно, тут же школа и детский сад. Молодцы. Да. Рябина уже красная совсем. Первые признаки осени. Вот это пейзажи. Красота. Вот тоже здесь местные домики. Кузнечики стрекочут. Тихо как. Ой, очень зелено, все красиво. Ну, тоже здесь еще домики местные. Здесь какой-то грузовик в кустах, в яблоне. Ну вот, наверное, это уже больше особо здесь, наверное, нет. Тут один так вот магазин, наверное, есть, и больше здесь как бы ничего нету. Но мне очень понравилось, очень чисто, красиво. Какие молодцы.
Ну, вот такой замечательный, красивый поселок Лохусу мы сегодня вам показали, вы с нами побродили. Спасибо, что нас позвали сюда. Снимали мы здесь с большим удовольствием. И нашим подписчикам, и всем зрителям канала. Большого здоровья, счастья. До свидания вам всем. И солнышко в душе. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Лайки ставьте. До свидания.